Первое, он смотрит. Если его привлекает, ему рядом с ней кайфово, ему нравится ее визуал. Да? Дальше он приближается, нравится секс. Дальше он начнет в тебе уже разбираться в личности, да. Ну, смотреть, как мне с ней вообще. И на этом этапе для мужчины, то, что у вас есть секс, то, что там симпатия какая-то, женщина начинает испытывать симпатию, а для мужчины это они очень медленные, они намного медленнее, чем женщины. И на этом этапе женщина считает, что у них есть отношения, да, то есть есть секс, мы там регулярно общаемся, все у нас окей, у нас отношения. А мужчина в это время только запомнил, как ее зовут. И он даже не сделал выбор. То есть они медленнее раз в 10. И вот на этом этапе, то есть мужчина еще сидит и думает еще, он еще ее даже не выбрал. Он просто, ну как, просто общается. Секс для мужчины это, ну как, на уровне пойти покушать. Это женщина, для нее секс это акт доверия. Я тебе дала, значит, я доверяю, для меня это важно. Если я тебя пустил в свою постель, значит, для меня это важно. Для него не важно, пойми. Для них секс не важен вообще. Как говорят, даже не повод для знакомства. И вот на этом этапе, скажем так, взгляды мужчин и женщин очень сильно расходятся. Это первое. И поэтому как мужчина на самом деле исчезает по двум причинам. Две причины. Он же может одновременно встречаться еще там с несколькими. Не только с тобой. Ну, они все так делают. Это нормально. Не надо их за это укорять. Это нормально для них. Для женщин тоже нормально. Не все это принимают, такой стиль поведения, потому что у нас другая энергетическая структура, нам так нельзя. А им можно. Вот, тем более для мужчины, который решил пожить свободно. Согласись. И что на этом этапе происходит? Он еще выбирает, он в процессе выбора. То есть ему это нравится, та нравится, это веселое, это в постели огонь, это просто манка. Она меня притягивает, и у нее ноги вот такие. А так это дает. Ну, в принципе, там прикольно, здесь хорошо. Вот все. А женщина что считает? Я пустила его в постель, значит, у нас отношения. Их там еще, ну, как бы, нет. Это называется преждевременная верность, когда женщина начинает ревновать, требовать от мужчины там еще чего-то. А он еще только, ну, как бы, он с тобой еще только знакомится. И если мужчина внезапно исчез, это означает только одно. Он тебя не выбрал. И с этим ничего нельзя поделать. Многие женщины начинают доказывать, что да я классно, ты что, ты где такую еще найдешь? Они начинают что делать? Угождать мужчине, начинают там показывать лучшие свои стороны, начинают заслуживать его внимания и служить ему. И это, как тебе сказать, это провал, это фиаско. Все. Ни в коем случае я этого не делала. Никогда. Потому что как только женщина начинает что-то заслуживать от мужчины, все, отношения закончены. Он никогда не будет ее ценить. Он никогда не будет для нее ничего делать. Почему? Да она и так все сама сделает. Обидно звучит, да? У всех мужчин есть черта. Сейчас я тебе объясню. Для мужчины самое главное в жизни – это его бизнес, его работа. Потому что мужчина себя позиционирует своим статусом. А мой статус – это то, чем я занимаюсь. Если женщина не соответствует или не помогает, не способствует мне продвигаться, да, то есть повышать мой статус, ему проще поменять женщину. Но я сейчас говорю, это не для этого. А номер 2 в списке ценностей мужчины – это, после статуса его работы, это его друзья,
И его там машина, хобби, ну, в общем, то, что он очень сильно любит. Женщина в этом списке номер 3. Она никогда не будет номер 1 в списке мужчин. Никогда. Если женщина начинает это требовать, ну, во-первых, она не создаст хороших личных отношений, потому что это, ну, напрямую нарушает, скажем так, мужскую природу. Он какое-то время может тебе подавать, но потом он скажет: да иди ты, и все. Почему? Потому что он не будет менять своих друзей, он не будет ради нее откладывать свой бизнес. Ему проще поменять бабу. Вот и все. Поэтому он будет менять. Чтобы ты понимала, как у них голова работает. И что здесь важно? Иногда мужчина, у них есть особенность, им для того, чтобы решить какую-то проблему или даже сделать выбор в отношении женщины, ну, допустим, вот она ему во всех отношениях нравится, вот все хорошо, вот у вас прям все классно, сладенько так. Наступает момент, когда он понимает, что а, когда надо делать следующий шаг, переходить на другой уровень. Когда мы не просто разговариваемся ля-ля-ля-ля, там секс, еще что-то. А что такое выбор? Как мужчина делает выбор? Что значит мужчина выбрал ее? Это значит, что он ее присвоил. Когда он говорит, это моя женщина, моя. Что такое моя женщина? Это на уровне моя машина, моя там мой дом, мое. Моя, значит, я начинаю о ней заботиться. Ну, я ж машину мою, заправляю, все мое. Это зона моей ответственности. То есть он тебя включает в зону своей ответственности. Если это мое, об этом надо заботиться. Так вот, первое, почему мужчина не заботится, не тратит деньги на тебя и никогда не будет тратить деньги, если ты не его. Если он тебя не присвоил, не сделал своей вещью. Тут есть, ну, как бы не побочный эффект, а есть определенные правила. Если он тебя присвоил, значит, ты подчиняешься ему и подчиняешься его правилам. Если ты не подчиняешься его правилам, значит, свободно следующий. Но это следующий этап. То есть, когда мужчина ее выбирает, когда это моя, он начинает заботиться. Так вот, для того, чтобы перейти на этот этап, я выбрал, все, это моя женщина, ему надо подумать. И это бывает муки. Вот он ходит, он думает, и вот это хорошо, и это хорошо. Ну, вроде и так нормально, но так же не может бесконечно происходить. Она же все равно рано или поздно задаст себе, ну, ему вопрос, а как ты ко мне вообще относишься, и что дальше? И он начинает ходить и думать об этом, и мучиться. А что ему дальше делать? То есть либо моя, либо нет. То есть это тот этап, когда он либо вступает в отношения, вот с этого этапа начинаются отношения, когда он ее присваивает, либо он на этом этапе не идет в отношения. То есть нет. Потому что, ну, если я ей говорю, что ты моя, и я начинаю о тебе заботиться, что? Надо тратить деньги, надо выделять на нее время, надо ее слушать, ее хотелки выполнять. То есть он включает тебя в свой круг, он знакомит тебя с своими друзьями. Да? Он начинает тобой хвастаться. Это моя женщина. Ну, на каком-то этапе он уже начинает знакомить тебя с родственниками. Это этап, когда это моя женщина. До этого этапа он не будет ничего этого делать. Вы будете просто встречаться, проводить вместе время, хороший секс. Все. Это может длиться бесконечно. Год, 2, 3, 10. Бесконечно. И если он не переходит на следующий этап, это только одно. Он тебя не выбрал. Ты можешь считать, что да у нас же все замечательно, рано или поздно он сделает мне, допустим, предложение, женщины ждут годами. Не сделает, он тебя не выбрал. Потому что вот этот этап, когда я выбрала ее, он, ну, через полгода, максимум год. Максимум. Вообще, в первые полгода друг о друге можно узнать все, что угодно. Все.
Потому что человек долго играть вот маски не может. Ну и за полгода вы друг друга, ну, все взрослые люди, все друг друга, ну, понимают. Если в течение полгода ничего не произошло, значит, свободен следующий. Ну, год, Макс. Не выбрал. Все.